Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня 4 марта, и мы рады приветствовать телезрителей на каналах Якутия-24 и НВК Саха. И это утро вместе с вами встречаем мы, Руслан Ачиров и Екатерина Винокурова. И сегодня вас ждет все самое интересное в нашем эфире. Мы сделаем утреннюю зарядку вместе с нашим фитнес-тренером из Новосибирска Павлом Воронковым. Поговорим подробнее о профессии бариста, а также выясним, как сделать фотографии, которые останутся в семейном архиве на долгое время. Также обязательно узнаем о новых кинопремьерах и, конечно же, ждем в гости интересных собеседников. Ну а далее знакомимся с погодой на день 4 марта. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 32, минус 39 градусов. В заречной группе 30-39 со знаком минус. В южных улусах 30-33 градуса мороза, в Вилюйской группе минус 33, минус 40, в Нижнеленских минус 34-37 градусов, в западных 36-40 градусов мороза, в Колыман-Дикирской группе минус 22, местами 48 градусов, в Янских минус 30-38, на северо-западе 36-47 градусов со знаком минус. Температура воздуха в городе Якутске в 6 часов утра температура составила минус 32 градуса. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный 2,5 метров в секунду. Сегодня днем ожидается небольшой снег, ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Днем температура воздуха составит минус 25, минус 27 градусов. Напомню, что мы работаем в прямом эфире, и у нас работает WhatsApp номер 8 914 273 4488. Пишите нам, делитесь с нами своими новостями и своим хорошим настроением. Ну а самые актуальные и свежие новости к этому часу для вас подготовил Сергей Михедов, который уже находится в нашей студии. Сергей, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, коллеги. Представляем вашему вниманию блок новостей. Правительство России выделило Якутии более 800 миллионов рублей на ремонт и реконструкцию дорожной сети. Из них почти 250 миллионов затратят на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Остальное на реконструкцию 3 крупных мостовых переходов. Это мост на автомобильной дороге Амга через реку Аллахюнь, мост через реку Нюя в Ленском районе, а также мост в Тампонском районе. Общая стоимость объектов составляет более 3 миллиардов рублей. При этом министр транспорта и дорожного хозяйства подчеркивает, выделение дополнительного финансирования на ремонт мостов стало возможно благодаря слаженной и эффективной работе главы и правительства Якутии. Данные мосты должны быть реализованы в период, работа по ним должна завершена быть в 2022-2023 годах. По Аллахюню работы с прошлого года уже проводятся, закончатся в 2022. По мостовым переходам через реку Нюя и реку Минкуле, конкурс будет объявлен в этом году в самое ближайшее время. Прожиточный минимум в Якутии в 4-м квартале прошлого года вырос на 0,6% и составил 17 824 рубля. Как говорится в постановлении правительства региона, величина прожиточного минимума для трудоспособного населения республики составила 18 853 рубля. Для пенсионеров 14 277 рублей. Для детей 18 652 рубля. Жители Якутии могут получить 250 тысяч рублей по социальному контракту. Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение, открыть ИП, устроиться на работу, получить поддержку на ведение личного подсобного хозяйства и на преодоление трудной жизненной ситуации. Правилами включено дополнительное направление поиска работы, расширены мероприятия по направлению осуществления иных мероприятий, направленных на преодоление гражданинам трудной жизненной ситуации, пояснила министр труда и соцразвития Якутии Елена Волкова. Размер госпомощи индивидуальным предпринимателям составляет не более 250 тысяч рублей, гражданам на развитие личного подсобного хозяйства не более 100 тысяч.
Свыше 5000 студентов планируют трудоустроить в Якутии в российские студотряды. В этом году предварительно распределены 5055 рабочих мест. Есть 30 соглашений о сотрудничестве. Создаются более 10 штабов. Для подготовки бойцов к трудовому семестру запланирована организация дополнительного обучения 1000 бойцов рабочим специальностям по строительству, сервисному и вожатскому делу, а также по оказанию первой медпомощи и рыбообработке, сообщили в пресс-службе регионального штаба. По данным регионального Минстроя, в сфере строительства в 2021 году требуется более 2000 рабочих кадров. Проблемные вопросы системы образования в Амгинском районе с депутатами районного собрания в ходе визита обсудила Феодосия Габышева. Феодосия Васильевна является председателем постоянного комитета Госсобрания Илтумен по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций. Также прошла встреча с педагогами в Амгинском лицее, где она ознакомилась с образовательным процессом и условиями обучения. Во второй половине дня провела круглый стол по вопросам внесения изменений в закон об образовании и трудовом воспитании обучающихся. На сегодняшний день в районе трудовым воспитанием занимаются 4 агрошколы, где дети обучаются основам ведения сельского хозяйства. Сегодня мы еще рассматриваем большой, один очень актуальный вопрос. Это внесение изменений в законодательстве трудовое воспитание школьников. Без труда наши дети не вырастут такими одаренными, хорошими людьми, которые преданы своей родине, да, преданы любовью, патриотизму. Без труда никогда мы их не получим. Сегодня, к сожалению, закон противоречит, чтобы мы детей обучали труду. Все это возлагается только на семьи. К этой минуте у меня все. Я возвращаю слово коллегам. Спасибо, Сергей. Наша программа расширяет границы, и на этой неделе утреннюю зарядку наши телезрители могут сделать с фитнес-тренером из Новосибирска Павлом Воронковым. Приветствую телезрителей «Утро Якутии». Меня зовут Павел, я являюсь дипломированным тренером, и сегодня я вам покажу часть статической разминки. Пальцами потихонечку давим голову к плечу, буквально в течение 10 секунд каждое движение у нас происходит. Тем самым растягивая спазмированные мышцы, которые за ночь у нас немного залежались. И также 2 руками вниз. Бицепс предплечья. Обязательно выпрямляем руку, тянем за пальцы, но не сильно, в течение 10 секунд, и локоть у нас выпрямлен. И вторая рука. Следующая вверх спины. Берем себя за локоть и притягиваем к груди, отпуская плечевой пояс. Тем самым тянем трапециевидную, ромбовидную мышцу спины. От 10 до 30 секунд хватает для растяжки. В зависимости от того, какой вы работой занимаетесь. Либо офисный, либо все-таки активный образ жизни у вас. Также грудные мышцы. Берем себя в замок, выворачиваем руки и тянемся. Тянемся не наверх, а назад. Наклоняемся вперед, ноги на ширине плеч, и круглим спину, полностью расслабляясь на 10 секунд. Также опускаем голову, никогда не держим ее в таком положении. Расслабляем полностью. Так как не у всех хватает координации, следующее растяжение мышечной группы мы сделаем у стенки. Это у нас квадрицепс и бицепс бедра. Для этого берем себя за носок и тянем его к ягодице, упираясь в стенку. При этом опорная нога у нас прямая. Наклоняемся вперед, спина прямая. И другую точно так же. Обязательно берем себя за край носка. Икроножные мышцы мы упираем стопу в стену. И также прямой ногой делаем наклон вперед. У нас растягиваются икроножные и бицепс бедра. Для чего нужна статическая растяжка? Каждая мышца крепится к кости. Поэтому надо статическую растяжку тоже брать на вооружение. Все, с вами был Павел, дипломированный тренер для «Утра Якутии».
Напомню, это был Павел Воронков, фитнес-тренер из Новосибирска, который, думаю, зарядил ваше утро бодростью. Ну а мы продолжаем на каналах Якутия-24 и НВК Саха в эфире «Утро Якутии». Хотим напомнить вам, что для вас работает Катерина Винокурова, Руслан Ачиров, и у нас действующий WhatsApp номер 8 914 273 4488. Вчера, к сожалению, уже после эфира к нам пришел привет, доброе утро. Передаю привет своей бабушке Валентине Кузьминичной из поселка Солнечный Усть-Майского района. Внучка Юля вам передает привет, ну а вам хорошего дня. Спасибо, Юлия, вам огромное и большой привет бабушке Валентине. Замечательно, прекрасно. Но мы ждем ваши сообщения также на наш WhatsApp номер. Отправляйте, мы их обязательно зачитаем в прямом эфире. Ну и, конечно, напоминаю, что в Инстаграме и в Ютубе также вы можете смотреть наши эфиры и, конечно же, некоторые материалы, которые иногда не появляются в эфире, да, то есть из рабочего процесса. Ну что, мы продолжаем, и хотелось бы, дорогие друзья, напомнить, что сегодня у нас 4 марта, и хотелось бы поздравить, вот на мне сейчас и на Катерине есть микрофоны, ну и, соответственно, у них сегодня день рождения. Да, средства, благодаря которым нас слышит вся республика. Да, и в 1887 году микрофон придумал Эмиль Берлинер. Ну а какие еще знаменательные события произошли в мире 4 марта, мы узнаем в нашей рубрике. Сегодня день рождения микрофона. 4 марта 1877 года его создал американский изобретатель Эмиль Берлинер. По народному календарю с этого дня весна все больше вступала в силу. Крестьяне наблюдали за животными. Если встретить в лесу белого зайца, значит снег непременно выпадет еще. А вот если зайцы попадаются серые, то тепло не за горами. 4 марта 1152 года германским королем избран Фридрих I по прозвищу Барбаросса. В 1818 году в этот день в Москве открыли памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. 4 марта 1877 года на сцене Большого театра состоялась премьера балета Чайковского «Лебединое озеро». Трудно поверить, но премьера единственной прижизненной постановки композитора успеха не имела. Среди причин провала – слабая хореография, которая и определила общее холодное восприятие спектакля публикой и критикой. 4 марта 1955 года фирма Sony приступила к выпуску карманных радиоприемников. По одной из версий, современное название Sony произошло от латинского слова «звук» «sonus». 4 марта 1678 года родился Антонио Вивальди, итальянский композитор, скрипач, педагог и дирижер. В 1937 году в этот день появился на свет Юрий Сенкевич, советский и российский путешественник, телеведущий и ученый. 4 марта 1954 года родился Борис Моисеев, советский и российский танцовщик, хореограф, певец, заслуженный артист России. Именины в этот день празднуют Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Федор и Федот. Во всем мире продолжается вакцинация кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. На данный момент прививаются с помощью вакцины Pfizer американо-немецкого производства, американской Модерны, AstraZeneca британо-шведского производства и российского спутника Ви. По данным СМИ, на сегодняшний день в России привито более 4 миллионов 200 тысяч человек хотя бы одним компонентом. Более миллиона человек получили оба компонента прививки. В США прививку получили более 50 миллионов человек, в Великобритании более 20 миллионов. На третьем месте идет Индия, где вакцину получили около 7 миллионов человек. Ну, о том, как обстоят дела с вакцинацией от COVID-19 в Швеции, мы сейчас попробуем узнать у врача поликлиники города Линчопинг Сарданы Хабаровой. Сардана должна выйти с нами на связь по скайпу. Сардана, доброе утро. Сардана? Здравствуйте. Здравствуйте, Сардана. Мы знаем, что у вас почти практически ночь,
Поэтому доброй ночи вам. Тем не менее, спасибо, что Спасибо. вышли в эфир. Если есть возможность, то нужно перевернуть камеру горизонтально. Вот, отлично. Спасибо, Вот так вот. Сардана. Хорошо. Ну, какова ситуация с вакцинацией от COVID-19 сегодня в Швеции, в частности, в городе, в котором вы живете? Вакцинация от коронавируса у нас началась в январе месяце, можно так сказать. И на сегодняшний день завакцинировано 6,9% жителей. Доз с первой дозой, второй дозой вакцинировано почти 4% населения. А вакцинация идет не для всех сейчас, он идет по четырехфазной системе. Сейчас идет первая фаза, и в марте начнется вторая фаза. Что такое фаза? Фаза – это значит, в первую очередь вакцинируются люди пожилого возраста, которые живут в домах для пожилых людей. Здоровые и люди с хроническими заболеваниями. И в то же время вакцинируются те люди, которые работают в этих домах для престарелых, можно так сказать. А вторая фаза – это будет для тех, кто работает в больницах, непосредственно работает с ковид-больными, и те, кто работает, допустим, по русским меркам, это в реанимации, в отделениях реанимации, в приемных отделениях, в ковидных отделениях они будут вакцинироваться, то есть они уже начали вакцинироваться. И те, которые работают непосредственно вот в поликлиниках, на первом звене, можно так сказать. Потом в третьей фазе будут вакцинироваться те люди, которые все здоровые люди и с хроническими заболеваниями, которые живут по домам старше 70 лет. А потом четвертая стадия, это значит все остальные. Старше 18 лет все будут вакцинироваться. Массовое вакцинирование начнется у нас в апреле-мае месяце. Тогда откроются пункты массовой вакцинации. Сейчас пока их нет у нас. Сардан, скажите, Швеция и Дания хотят ввести электронные сертификаты вакцинации. Как к этому относятся жители страны и для чего нужна такая карта прививок? Не только такая карточка. В общем, в нашей жизни вся такая электронизованная. У нас и карточки ID, индивидуальные карточки тоже. Паспорта у нас тоже, пластиковые электронные карточки. Вот. Поэтому эта карточка нужна для статистики и для учета, прежде всего. Я отношусь к этому очень спокойно, Сардана, положительно. Как вы убеждаете своих пациентов вакцинироваться? Да, вакцинация – это дело каждого. Обязательной вакцинации взрослых здесь нет. Вакцинация это, я считаю, что каждый должен решить для себя сам. Зачем нужна вакцинация для него? Допустим, я получила вакцинацию только что и решила для себя, что я должна вакцинироваться, чтобы защитить себя в первую очередь, чтобы даже если я в скором времени заболею ковид-заболеванием, то в легкой форме это у меня будет. И после второй дозы вакцинации, значит, у меня будет хороший иммунитет. И, во-вторых, чтобы защитить моих родных, защитить моих коллег, чтобы не заразить их.
Скажите, Сардана, была информация о том, что Швеция не исключает возможности использования российской вакцины «Спутник Ви». Так ли это? И если бы у вас была возможность, то поставили бы вы эту вакцину? Я отвечу, конечно, да. Если была бы такая возможность, я бы завакцинировала. Спутник, сейчас в последнее время много тоже в средствах массовой информации, много информации об этом разговаривают, дискуссий очень много о российской вакцине здесь тоже. Совсем недавно я в литературной научной газете прочитала, что спутник идет, значит, в стадии исследования, клинического испытания, и он показал высокую эффективность защиты 91%. Это очень высокая степень защиты, но я живу в стране, которая входит в состав Евросоюза. Поэтому у нас все это централизованное. И если российская вакцина «Спутник-5» будет одобрена EMA, это Международное Европейское медицинское агентство, то страны Евросоюза будут закупать «Спутник-5». Но сейчас пока одобрение еще не настало. Это сложный процесс, это за один день не делается. Сардана, ну вы поставили первую прививку, да? Вы себя хорошо чувствуете? Да, я себя на сегодняшний день, прямо сейчас, я чувствую себя очень хорошо. Отлично. Спасибо, Сардана. Мы желаем вам здоровья. Напоминаю, это была Сардана Хабарова, врач поликлиники города Линчопинг в Швеции. Спасибо вам большое, Сардана. Большое. Спасибо. Доброй ночи вам. Очень приятно, спасибо. А вам хорошего дня. Доброе утро, Якутск. Спасибо. Друзья, ну что, мы продолжаем наш эфир. И сегодня в рубрике «Пусть мама придет» мы познакомим вас с Харысхалом. Веселый, общительный и самостоятельный мальчик в свои 6 лет мечтает стать военным. Это наш Харысхал. Он у нас самый младший в семье. Ему 5 лет. Самый маленький, такой озорной, жизнерадостный. Когда он прибыл в октябре, да, он сразу адаптацию прошел очень успешно. Да, ко всему быстро привык. Самостоятельный, любит помогать во всем. А еще Харысхал, как и все дети, очень любит собирать лего. Харысхал общительный и дружелюбный мальчик. Я садик иду. Я садик играю. Когда я вырасту, я стану военным. Харысхал подвижный, активный, спортивный. Он с удовольствием играет в футбол со старшими, почти не уступая им в скорости и реакции. Харысхал – самостоятельный ребенок. Он сам одевается, умеет застилать кровать, убирает игрушки на место. Любимое занятие – рисование. Доброму и открытому Харысхалу очень нужна семья. Доброе утро, Якутия! Катерина Винокурова, Руслан Ачиров. Встречаем это утро вместе с вами. Нерюнгринский композитор, автор, песенник и художник в одном лице. Елена Лепехина, неоднократный лауреат Республиканского фестиваля авторской песни «Берег дружбы», ищет себя в разных жанрах творчества, и все они оставляют незабываемые эмоции в сердцах нерюнгринцев.
талант как музыканта и поэта Елене достался от ее отца, который впервые попросил сделать ему сюрприз на день рождения и написать музыку на любое стихотворение классика. Так в 7-летнем возрасте родилась первая незамысловатая песня на стихи Сергея Есенина. А с 14-летнего возраста песни рождались одна за другой уже со своим авторским текстом. В родном поселке Беркакит быстро приметили одаренную девочку и стали приглашать на мероприятия и фестивали. Мы попали сюда на фестиваль бардовской песни в Беркаките. Я там, помню, у меня натерли ноги сандали какие-то неудачные, и из-за этих мозолей мне пришлось их снять. Я босиком ходила там по всему фестивалю, и в итоге босиком на сцену вышла. И потом написали в газете, помню, девочка в сарафане, босоногая, заняла первое место, стала лауреатом. Сегодня многие нерюнгринские поэты просят Елену написать музыку на их стихи. Но это процесс, который невозможно заставить случиться. Но есть слова, на которые музыка рождается сама. Мы пойдем наблюдать, как по капле растет красота под вечерним дождем, омывающим самую душу. Еще одно дело, которое Елена любила с детства – это рисование. И однажды опять в качестве подарка своей маме нарисовала ее портрет. Близкие удивились сходству. И тогда стало понятно, что это дело стоит продолжать. К 45-летнему юбилею Нерюнгри Елена захотела сделать подарок самым интересным и талантливым людям города, нарисовав их портреты. Но их оказалось так много, что и сейчас работа в этом направлении еще не закончена. Творчество Елены Лепехиной, будь то песни, музыка или картины, глубоко, трогательно и необычно, а ее горизонты далеки и прекрасны. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Елена очень разносторонний, талантливый человек. Это просто замечательно, когда есть талантливые люди. Но мы также уверены, что многие из вас, кто сейчас смотрит наш эфир, тоже очень и очень талантливы. Поэтому в преддверии Международного женского дня мы объявляем конкурс необычных женских талантов. Так, если вы прыгаете с парашютом, занимаетесь скалолазанием, дайвингом, ходите на работу или разводите мадагаскарских тараканов, то смело публикуйте свои фото в Инстаграм и отмечайте наш аккаунт «Утро Якутии». И расскажите немного о себе. Ну а в воскресенье на нашей страничке в Инстаграм мы опубликуем фотографии всех участниц. И та, которая наберет наибольшее количество лайков, получит от нас приз. Желаем вам удачи и будьте активными. Ну а в нашей студии вновь наш новостной обозреватель Сергей Михедов, который ознакомит вас с событиями к этому часу. Якутия, доброе утро. Вашему вниманию блок новостей. Всемирная организация здравоохранения призывает продолжать поддерживать меры защиты от коронавируса из-за непредсказуемости его мутаций. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия-24». Новые штаммы коронавируса находятся под острым наблюдением всех лабораторий, которые имеют такую возможность. В России тоже проводят генетические исследования, какие мутации будут и что может их вызвать, никто не может предусмотреть. Поэтому очень важно продолжать защитные меры, сказала она. Регионы получат более 1,5 миллиарда рублей от фонда президентских грантов на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций. В пресс-службе фонда сообщили, что эти средства распределят на 84 региона. Софинансирование выделяется на условиях оказания ими поддержки некоммерческим организациям исключительно по итогам открытых и прозрачных конкурсов, организованных в соответствии с лучшими практиками и рекомендациями фонда президентских грантов, уточнили в сообщении. На такую поддержку в регионах в этом году предусмотрено почти 3 миллиарда рублей. Мошенники придумывают все новые и новые способы обмана россиян. Теперь стали маскироваться под сайт госуслуги и обещать при этом деньги. Новая схема «Выудить деньги» такова. Пользователь получает письмо на электронную почту якобы от имени портала госуслуги. Ему обещают специальные выплаты в связи с пандемией. Далее человек переходит по предложенной ссылке, его просят ввести номер СНИЛС, а затем указать данные карты, на которую зачислят деньги. В Минцифры пояснили, что в официальных рассылках от портала госуслуги никогда не содержится требование указать личные данные.
По итогам рейтинговой оценки Центра «Мой бизнес» Министерством предпринимательства бизнес-инкубатор Намского улуса признан победителем в своей группе. Таким образом, работу инкубатора в селе Намцы отмечают как наиболее эффективную 4-й год подряд. Он начал свою деятельность в 2016 году. Помещения предусмотрены для 10 начинающих предпринимателей. И с начала деятельности бизнес-инкубатор заполнен на 100%. Программа инкубации включает сопровождение и продвижение проектов, консультации по ведению бизнеса, а также бесплатное посещение образовательных мероприятий. В прошлом году общая выручка резидентов составила 44 миллиона рублей. Огромную поддержку с начала пандемии оказала улусная администрация. Наши резиденты попадали по имущественной поддержке, которой мы сняли полностью арендную плату, коммунальные платежи. Это составило около 200 тысяч, которые началось с марта до конца осени. Мы сняли эти арендные платы от наших резидентов. В Якутии продолжается региональный отборочный этап чемпионата «Обилимпикс». Накануне открыли очередную площадку в республиканской коррекционной школе-интернате. Напомним, это соревнования по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В этот раз представлены компетенции вязания крючком и резьба по дереву. В них приняли участие 13 человек, из которых отберут лучших. А уже сегодня будут объявлены победители чемпионата. Работы оценивают 11 экспертов. Победившие здесь на региональном этапе, они выходят на федеральный уровень и далее уже на международный. Но мы таких иллюзий не питаем. Тем не менее, проведение таких чемпионатов – это территория возможностей для детей с ограниченными возможностями здоровья и для детей-инвалидов. Пробуя себя в той или иной компетенции, дети учатся совершенствовать свои знания, свои навыки, свои умения. К этому часу у меня вся информация. Увидимся чуть позже. Спасибо, Сергей. Ну а мы продолжаем наш утренний эфир. Хотелось бы отметить, что сейчас красивыми картинками в социальных сетях уже мало кого удивишь. За миллионами селфи скрывается очень, часто теряется та самая изюминка, которая была присуща старым фотоальбомам. Катя, ты, наверное, помнишь, вот родители сделали много фотографий и очень аккуратно их вклеивали в фотоальбом. Да, конечно, помню. Да, конечно, это было сделано для того, чтобы бережно сохранить все самые-самые важные воспоминания. Да, и при этом, если кто-то отвернулся или моргнул, мне кажется, вот это вот сейчас самое бесценное смотришь, да, и была всего лишь одна попытка. Но мы сейчас снова возвращаемся к тому времени, когда семейные фотосессии набирают популярность, а к распечатанным фото возвращается былая ценность. Наш корреспондент Полина Долинская побывала в одной из фотостудий и приняла участие в съемке. Давайте посмотрим, как это было. Пересматривать старые фотографии нравится многим. Когда видишь на фото себя, своих близких или друзей лет эдак 10-15 назад, это всегда положительные эмоции и добрые воспоминания. Особенно очень хочется запечатлеть на память моменты, проведенные в кругу семьи. Именно семейная фотосессия сейчас наиболее популярна среди населения. Мы здесь часто устраиваем нашу семейную фотосессию, потому что здесь дизайн всегда по-разному. И все меняется. Выбора много, образов много, поэтому здесь нам комфортно. Согласитесь, как было бы здорово, если после вечеринки вы бы получали профессиональные снимки, на которых запечатлены самые искренние эмоции. Зал-гараж – это больше, чем просто фотозона. Это полноценный зал, где можно провести время в компании близких друзей. Каждый найдет занятие по душе. Здесь можно поиграть в приставку, попеть в караоке или устроить просмотр любимого кинофильма. Фотографироваться любят больше всего девушки. Они устраивают съемки девичников, подготовки к свадьбе, а также фотографирование в стиле фэшн с переодеваниями. В сердце нашего города есть фотостудия, которая удовлетворит запросы даже самой капризной из девушек.
зал Барби, где можно проводить мероприятия, дни рождения, девичники. Он прям создан для того, чтобы девочки чувствовали себя максимально девочками. Здесь тоже можно проводить фотосессии. Мы его используем даже как павильон, фотопавильон. Но, в принципе, он используется в основном для каких-то вечеринок и мероприятий, дней рождения. Одно из основных преимуществ фотостудии Love о том, что сюда можно прийти просто с идеей. И при этом вот такие замечательные гардеробные помогут вам воплотить идею с самого начала до отличных фотографий. Лично я себе платье уже выбрала. Определившись в многообразии павильонов, я выбрала фотозону «Классик». В процессе съемки я узнала, что красивых фотографий можно добиться и не прибегая к фотошопу. 60% успеха – это правильно выставленный свет. Уже через час фотографии были готовы и отправлены на мой файлообменник. Сейчас красивыми картинками в социальных сетях уже мало кого удивишь. Недостатки или несовершенства можно скрыть с помощью фильтров. Консервативные фотоателье заменили студиями с более современным оборудованием. Но одно остается вечным – это память запечатленного момента и наши чувства в ту самую секунду. Полина Долинская, Григорий Охлопков, Якутск. Ну а я после отпуска очень люблю пересматривать фотографии. Обычно с каждой поездки привозится около сотни разных фото. Кстати, где ты планируешь провести отпуск? Слушай, ну я пока еще не решил, пока не знаю. Ну, я думаю, стоит уже поторопиться с выбором, потому что, как говорят аналитики, цены потихонечку уже растут, а к лету и вовсе ожидается повышение цен на 30%. Но особо часто россияне бронируют туры на отечественные курорты: Крым, Анапа, Калининград. Об этом и других новостях из мира экономики нас ознакомит наш обозреватель Иван Лазаренко. Россияне начали бронировать туры и гостиницы в России на летний сезон. Цены уже понемногу растут, а ближе к лету повысятся на 30%, предупреждают эксперты. Отмечается, что хорошо бронируется Анапа и Крым. Также есть спрос на Калининградскую область, куда туроператоры поставят чартеры из Москвы. Это должно снизить стоимость путевок. Цены на летние путешествия, уверяют эксперты, будут примерно на том же уровне, что и в прошлом году. Повышение возможно, но в пределах инфляции. Сильного скачка цен не будет. К тому же с 15 марта вновь начнет работать программа кэшбэка, то есть путешествовать по стране можно будет со скидкой в 20%. Также в ситуации пандемии туроператоры изменили условия акции раннего бронирования, постарались сделать их более гибкими, чем в прошлом году, отмечают в Ассоциации туроператоров России. Прежде всего это касается условий оплаты турпакетов. Сейчас туроператоры разрешают оплатить от 10 до 30% стоимости тура, а остальные деньги нужно будет внести обычно за 20 дней до поездки. Минтруда нашел способ вернуть работу россиянам, которые были уволены в период пандемии коронавируса. Ведомство предлагает назначить выплаты работодателям в размере минимального размера оплаты труда за трудоустройство россиян. По оценкам, такая федеральная программа поможет найти работу 200 тысячам граждан. Работодатели смогут получать субсидию в размере 3 МРОТ при трудоустройстве граждан, которые были зарегистрированы в качестве безработных до 1 января этого года. Распределять деньги будет фонд социального страхования. Отмечается, что за последние 3 месяца 2020 года в службы занятости поступил 1 миллион заявок. В общей сложности по итогам 4-го квартала прошлого года количество безработных составило 2 миллиона 800 тысяч человек. Срок срочной службы в армии могут включить в трудовой стаж. Этот вопрос сейчас прорабатывается Советом Федерации с Министерством труда и соцзащиты. Авторы инициативы поясняют, что срочная служба в вооруженных силах сейчас считается не страховым периодом. При этом служба по призыву является конституционной обязанностью и не дает права выбора, в отличие от других нестраховых периодов. И она учитывается в стаже для назначения пенсии на общих основаниях. В итоге тот человек, который не служил, оказывается в более выгодных условиях в пенсионном отношении, чем тот, который служил. Если закон о включении срочной службы в стаж для досрочного выхода на пенсию будет принят, это потребует дополнительно 2 миллиарда рублей ежегодно. Сейчас власти решают, где найти финансирование этой инициативе.
С 23 марта вступает в силу закон, разрешающий садоводческим товариществам инициировать проведение комплексных кадастровых работ. Пока такие работы могут заказать только местные или региональные власти. Делают они это редко, не только когда нужно, например, согласовать строительство крупного объекта. Обычно кадастровые работы в 10 раз дороже, их цена за участок в 6 соток составляет около 10-15 тысяч рублей, в то время как средняя стоимость комплексных работ в расчете на один участок составит 1200 рублей. Ресторан «Аврора» попал в топ-100 лучших ресторанных концепций премии «Золотая пальмовая ветвь ресторанного бизнеса 2020». И сегодня у нас в гостях директор ресторана Миргустана Лукина. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, что означает для вашего ресторана вот это попадание в этот рейтинг? Ну, скажем так, если честно сказать, это такая, не короткая история, но я попробую сейчас это как-то очень коротко сократиться. Мы всегда мечтали открыть ресторан высокой кухни или именно гастрономический ресторан, так как у нас в Якутии, в Якутске этого нету. Ну и на самом деле было такое чувство, что это почти невозможно сделать. У нас потому что с логистикой, с продуктами, а мы именно хотели на местных продуктах, наших удивительных, восхитительных местных продуктах работать. Ну и когда все-таки нам было позволено найти одного из самых лучших шеф-поваров России, который входит в десятку лучших поваров, Евгений Альфан, и он согласился, приехал к нам в Якутию, чтобы нам помочь создать такой ресторан. Мы были, конечно, очень рады, но, если честно сказать, когда он приехал, он тоже не очень верил, что это возможно сделать именно такую гастрономию. Но когда все-таки долго работая над этим, это было, правда, кропотливый труд, мы создали такой ресторан, то нам хотелось, конечно, узнать, насколько мы, правда, создали хороший ресторан и спросить этого у профессионалов. Потому что, знаете, с нашего обывательского взгляда, может быть и неплохо, а как с профессиональной точки зрения, никто не знает. И, значит, мы пригласили известных ресторанных критиков, самых лучших ресторанных критиков. Там были прямо ресторанный критик, который в 2019 году стал лучшим в России. Топ ресторанных критиков мы пригласили к нам в Якутию для того, чтобы получить оценку. Мы были очень поражены, удивлены, что нашему ресторану дали очень-очень высокую оценку. Для нас это была гордость, не только для нас лично. Это было такого, знаете, для Якутии, мы для нашего города Якутска очень старались. Мы всегда гордимся своей республикой. Мы считаем, что наши люди очень талантливые, все у нас здесь талантливо. И вот они нам порекомендовали, увидев такой высокий уровень, чтобы мы стали участниками. Приняли участие. Приняли участие, потому что не каждый ресторан начнет участвовать в таком, скажем так, престижном конкурсе национальной премии «Пальмовая ветвь». И сейчас мы прошли первый этап, мы вошли в 100 лучших ресторанов России. И сейчас второй этап мы ждем прямо с нетерпением. Но я надеюсь, у нас получится. Хотя, честно сказать, там, когда мы увидели, кто участвует, там только Аркадий Новиков, известный ресторанный критик, выставил 7 своих ресторанов. Рапопорт, известный ресторан, то есть не ресторанный критик, ресторатор, выставил 2 ресторана. То есть самые известные российские рестораторы выставили свои рестораны, и мы немножко, конечно, были так поражены таким, что такие рестораторы очень высокого уровня участвуют, скажем так, на этом конкурсе. И вот сейчас мы с нетерпением ждем, будет ли у нас возможность попасть в 10 топ лучших ресторанов России. Но если это произойдет, это будет впервые для нашей Якутии, это будет событие, и это будет говорить о том, что да, у нас в Якутии есть настоящая истинная ресторация. Мы будем обязательно за вас болеть. Скажите, Миргустана, а вот какие-то основные отличия, особенности вашего ресторана? Можете поподробнее рассказать именно про сам ресторан? Да, о вашем детище. Да, этот ребенок делался очень, создавался очень долго. И эта история про наш ресторан
Здесь очень много таких моментов. Ну, во-первых, скажем так, самая одна отличительная вещь – мы максимально стараемся работать на локальных продуктах. Когда приехал наш шеф, удивительный шеф-повар Евгений Альфан, он сам лично ходил в лес, собирал грибы. Он сам лично ходил, собирал лук. Он был потрясен нашими продуктами. Он от нашей жеребятины в восторге. Он от нашей рыбы говорит, это просто уникальная рыба. Ну, не вам рассказывать, то есть, как бы сказать, даже когда ресторанные критики приехали, они не только от нашей жеребятины, рыбы были в восторге, но даже наша молочка просто вызывала огромный восторг. Вот, скажем так, мы работаем на локальных продуктах. Но мы создали такой ресторан, вот если у нас появится в России мишленовская звезда, то мы можем спокойно подать заявку, чтобы получить мишленовскую звезду. Потому что есть такие некоторые нюансы. То есть, чтобы получить мишленовскую звезду, обязательно надо работать на локальных продуктах. Ну и еще вторая особенность, должна быть технология приготовления быть особой. Так вот, мы выбрали технологию приготовления – это в печах. Метод приготовления именно томление. Чем отличается томление от обыкновенного приготовления в печи? Томление – это когда низкая температура, когда сохраняются все полезные вещества, все витамины продукты. И блюдо готовится самое минимальное – 8 часов, а максимально до 72 часов. То есть каждый гость, который у нас приходит к нам, ну, во-первых, и это блюдо проходит такой, скажем, алгыс через огонь. Да, от 8 до 72 часов. И там блюда, куда вот иногда в одно блюдо до 40 ингредиентов входит. Просто в действительности уникальные блюда, которые вы никогда, нигде, даже в мире не попробуете. Потому что таких продуктов в мире нету. А метод приготовления, томления, ну, наверное, по всему миру, ну, если 10 ресторанов есть, то есть, которые таким же методом работают. Это уникально. Это уникально. И мы, конечно, приглашаем и такой ресторан, как наш, с той ценовой политикой, которая у нас есть, она от аналогов, ну, наверное, в 3 раза в цене. Очень приятная цена. И для наших якутян, для наших горожан, для наших гостей это, конечно, ну, мы прямо с радостью, прямо со всем сердцем это создавали. И нам хотелось, чтобы вот именно наши горожане, наши якутяне прикоснулись к настоящей ресторации, гастрономии и высокой кухни. Вы очень вкусно рассказываете, я аж проголодался. Иргустана, но за то время, когда ввели ограничительные меры, да, многие из нас отвыкли от походов в рестораны, в кафе. Вот каким способом вы сейчас привлекаете своих гостей? Больная тема, лучше не спрашивайте. Потому что мы открылись именно 7 января в 2020 году, и это было совсем несколько месяцев, нам было позволено немножко поработать, да. Конечно, для нас это был такой удар, и даже немного, скажем, ниже пояса. Потому что, чтобы создать этот ресторан, вы сами понимаете, мы не один кредит взяли, это было нелегко создать этот ресторан. Ну и в данный момент, да, конечно, мы пытаемся выйти как угодно, ситуация, там реклама, ну, ждем, что будет все-таки как-то нормализация ситуации. Иргустана, благодарим вас за то, что посетили нашу студию. Желаем вам, конечно же, успехов на премии, держим кулачки. Да, процветания вашему прекрасному ресторану. Отлично выглядите всегда, оставайтесь такой замечательной. Спасибо. Спасибо большое. Руслан, что ты предпочитаешь, кофе или чай? Ну, как бы ни странно было, я больше пью чай, а больше люблю кофе. Ну, вот как-то так. Знаешь, вот есть люди, у которых любовь к кофе переросла в профессию. И называются такие люди как баристы. Бариста. Чтобы стать бариста, нужно любить кофе и уметь общаться с людьми. В нашей стране и по всему миру существуют специализированные места обучения профессии бариста. К сожалению, в Якутске их нет, но вы можете устроиться в вашу любимую кофейню, где вас обязательно научат азам. Разбираться кофе нужно в 2 вопросах. Это что за зерно используется, и второе, когда оно появилось в этой кофейне, потому что свежесть сильно влияет на вкус. Существует 2 вида зерна – арабика и робуста. В мире считается, что арабика более качественная и вкусная, чем робуста. Но кофе – это субъективно, поэтому всегда интересуйтесь, какое зерно готовится в вашей кофейне.
Также очень важно, на каком оборудовании готовится кофе, потому что только на качественном оборудовании получится вкусный напиток. Способ приготовления кофе – это очень личный и субъективный процесс. В любом случае, всегда пробуйте разное. Например, есть очень популярные напитки – американо, капучино или латте, которые готовятся на подобном оборудовании. Кофе без кофеина, кофе с ароматизаторами, разные смеси, разные вкусы. Мое личное мнение, что на каждое зерно кофе найдется свой потребитель. Пробуйте, ищите и находите свое. Среди гурманов считается неправильным добавлять различные добавки в напиток, такие как сиропы, сахар, корица. Но, опять же, если вам нравится, никто вам не запрещает. Напиток готов. Доброе утро. Трое обитателей петербургского кафе «Республика котов» перешли на службу в культурные учреждения города. Торжественная церемония переезда состоялась в Международный день кошек. Питомцы Яша, Бетти и Фиона станут сотрудниками театра эстрады, Центрального парка культуры и отдыха и молодежного театра на Фонтанке. Сотрудники кафе планируют лично контролировать условия содержания бывших подопечных и консультировать новых хозяев по уходу за ними. Коты давно проживают, служат, работают в культурных учреждениях города Санкт-Петербурга. Пионером в этом стал Государственный Эрмитаж, чьи коты известны по всему миру. Они получают гранты, наследство, им оставляют наследство, их поддерживает весь город. Замечательно. Ну что, мы двигаемся далее. В пожарно-спасательной части номер 15 города Зеленоградска поселился необычный жилец. Осенью прошлого года пес по кличке Макс чуть было не погиб при пожаре в одном из заброшенных гаражей города. Спасатели вызволили из огня 3 щенков, но пристроить в дома к новым хозяевам удалось лишь 2. А 3-й Макс так и остался со своими спасителями. Начальству пожарной части не сразу пришелся по душе новый постоялец. Однако перед очарованием щенка, который мгновенно проникся любовью к пожарным, никто устоять не смог. Пожарные отмечают, что общение с Максом помогает расслабиться после долгой работы. Пес всегда готов размяться и поиграть в мяч с сотрудниками части. Да и в целом рабочий день начинается с его приветственного виляния хвостом. О питании и ветеринарном обслуживании Макса пожарные заботятся все вместе. Зиму пес провел в специально сколоченной для него будке внутри части, не стесняясь улечься, погреть живот у батареи. А летом пожарные планируют установить для него вольер на улице. Стать полноценным членом команды пожарных псу пока не удается. На боевые вызовы Макса с собой не берут, так как животное может стать помехой в экстренной ситуации. Однако на учебные вызовы Макс иногда отправляется вместе с пожарными. Замечательная история. Я думаю, даже можно снять кинофильм по этому сценарию. Ну а далее у нас, думаю, как вы уже догадались, рубрика «Киноафиша». Любовное настроение сегодня подарит всем посетителям кинотеатров одноименная лента. Показы пройдут на китайском языке с русскими субтитрами. Одними из премий картины «Любовное настроение» стала серебряная премия за лучшую мужскую роль и технический гран-при на Каннском кинофестивале 2000 года. Картина «Белый снег» расскажет о реальных событиях, произошедших в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии, когда впервые в истории лыжных гонок российская лыжница Елена Вяльбе завоевала 5 золотых медалей из 5 возможных. И никогда не сдавайся. Мое любимое занятие – работа. Миллионы знают культовый логотип и надпись «Пьер Карден», но немногие знают человека, стоящего за этим известнейшим брендом. Кто такой Пьер Карден? Именно на этот вопрос и ищут ответ создатели фильма. Какая история стоит за легендарной иконой? Узнаем в документальном фильме. Дом Пьера Кардена. Камни с керамета, все вокруг. Вдохновленные фильмом Тимур и его команда, мальчишки из маленького аула, создают отряд «Таганок», чтобы заселить рыбой озеро на вершине горы Керамет и тем самым спасти гору. Труден путь на высокую гору, но еще труднее испытания, которым подвергнутся дружба, сила воли и характеры членов отряда.
Лучше бы я тебя 20 лет назад... Недалекое будущее, 2040 год. Евгений и Александра 20 лет в браке. Их отношения похожи на высохший урюк. Развестись у них тоже не получается, поскольку в будущем расторжение брака очень дорогая услуга. Но судьба дает им шанс. Евгений и Александра попадают в прошлое. В тот самый день, 20 лет назад, когда влюбленный и юный Женя сделал предложение прелестной Саше. Поздравляю. Хоррор «Реинкарнация. Пришествие дьявола» повествует о том, как пожилая пара совершает сделку с дьяволом и похищает беременную девушку, чтобы провести ритуал реинкарнации, поместив душу своего погибшего внука в ее нерожденного ребенка при помощи древней книги заклинаний. Однако обряд не удается завершить. Здесь происходит само пришествие дьявола. Реинкарнация. Пришествие дьявола. Вот такие вот фильмы ожидают наших зрителей. Катя, ты бы на какой фильм сходила? Ну, я бы вот как раз на реинкарнацию сходила, нервы бы себе потрепала. А вообще недавно посмотрела фильм «Аферистка». Знаешь, отличная драма. Не буду раскрывать, конечно, никаких секретов, но у главной героини настоящий талант. Действительно, ну и как раз в преддверии 8 марта советуем вам также посмотреть этот фильм. Но сейчас на экранах появится у нас название нашего аккаунта в Инстаграме, потому что мы объявляем конкурс, друзья, для самых талантливых в преддверии Международного женского дня. Конкурс необычных женских талантов. Да, так, если вы прыгаете с парашютом, занимаетесь скалолазанием, дайвингом и так далее, то этот конкурс специально для вас. Отмечайте нас в аккаунте «Утро Якутии» и выигрываете призы. Ну а уже в воскресенье будут выставлены все фотографии и будет голосование. Отличного дня! Увидимся завтра. Пока!